Мы все-таки должны думать, как мы себя чувствуем и как мы будем дальше выглядеть перед нашими потомками, да, и перед нашими внуками и правнуками. Поэтому нам не очень интересует, что будет думать русская пропаганда, потому что мы не очень за ней следим. Там лояльности у аудитории, которая находится в Крыму и на материковой Украине, у этой русской пропаганды очень мало. Зачистки уже идут этнические. На дверях крымских татар пишут, рисуют немецкие знаки. Девушек в хиджабах высаживают с автобусов с криками «пошла вон отсюда», террористская, экстремистская, все такое прочее. Крымских лидеров не пускают в Крым, а те люди, которые остались, тоже лидеры, они сидят в тюрьме. Вот тех казаков, которые приехали в Крым, в пьяном виде обыскивают и обыскивали наши дома в огромном количестве, в том числе и за БТРами, которые они шли, и огромные парады, которые они устраивают с флагами. Я, знаете, столько лет прожил в России, этих флагов не видел. Какие-то непонятные флаги с непонятной раскраской, или вот этот вот желто-красный имперский флаг, вот этот, который черно-желтый, есть имперский флаг какой-то, который откуда-то раскопали и тоже размахивают. Мы об этом не думаем, когда как крымские татары. Вот почему вы не думаете, как реагируют крымские татары на все это? Когда им говорят, допустим, что вы, как маленький немногочисленный народ, должны себя найти в огромном великом русском мире. Вот поэтому вы должны выйти как лидеры, если вы действительно болеете за собственный народ, если вы действительно хотите будущее собственного народа, выйдите и скажите: вот мы, крымско-татарский маленький народ, хотим найти свой путь в большом великом русском мире. И все. И мы вам дадим все блага. Мы вам дадим то, мы вам дадим это, мы вам дадим то, и все. Но у нас есть история Шагин-Гирея, который пошел на этом пути. Это не так давно, это было 300 лет назад. И чем это все закончилось? И это та же самая история сейчас повторяется. Только если она кого-то не учит, то наш крымский татар, она научила очень многому. Поэтому «Хазах достын олса, артыңдан балта олсын». И никак не по-другому. Мало того, сейчас другая поговорка. Я уже сразу по-русски ее скажу, чтобы было понятно. Не сажай никогда березу во дворе, потому что придет русский и скажет, что это моя земля.